Аяз майгылах айы жонун, көмүскестер саналах күн жонун, уран кайсаха учуортарын кутунтуппут, дуухатын долгуппут, ноқтолоқ тойын сүрәгін долгутар, кайгақта карыбыр жалкытар, эр қолун санатын тургурдар, күйтүүлэх күрэх арыйтын сағалыбыт. Мы приветствуем всех и каждого, кто прибыл на нашу арену, чтобы стать свидетелем самого зрелищного, самого незабываемого и самого долгожданного события вечера. Вечер профессионального бокса. Вызов Севера! Этно-рок-группа «Кильбек». Добрый вечер, уважаемые гости. Приветствуем спортсменов, судей, почетных гостей, зрителей и всех любителей бокса на священной земле Оломхо. Окружная администрация города Якутска выражает благодарность нашим спонсорам за безвозмездную помощь и всемирную поддержку в подготовке и проведении вечера профессионального бокса «Вызов Севера». Генеральные спонсоры – группа компаний «РИК», Общество с ограниченной ответственностью «СТК», Общество с ограниченной ответственностью «Арктик Капитал», акционерное общество «Теплоэнергия», акционерный коммерческий банк «Алмаз Эркенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Династия», акционерное общество «Комдрагметалл» Республики Саха-Якутия, магазин спортивной и повседневной одежды «Айрон», ювелирный бренд «Аврора Сиберика». Для торжественного открытия вечера профессионального бокса «Вызов Севера» на сцену приглашаются министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов, глава городского округа город Якутск, президент Федерации бокса города Якутска Евгений Николаевич Григорьев,
председатель Постоянного комитета Государственного собрания Ельтюмен Республики Саха-Якутия по делам молодежи, физической культуре и спорту, первый заместитель председателя Федерации бокса Республики Саха-Якутия, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Георгий Русланович Балакшин. Добрый вечер, Якутск. Добрый вечер, любители и поклонники бокса, спорта джентльменов, или как мы еще называем, да, бокс. Сегодня в Якутске вечер профессионального бокса «Вызов Севера», и звучит гимн Российской Федерации. Слово предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Уважаемый Евгений Николаевич, Георгий Русланович, уважаемые организаторы, любители спорта, любители бокса, наши спортсмены, которые сегодня выйдут на ринг, разрешите от имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия поздравить вас с открытием вечера профессионального бокса «Вызов Севера». Во-первых, хочу поприветствовать наших гостей, которые сегодня приехали и покажут свое мастерство на ринге, порадуют нас со своим выходом на ринг. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить всех организаторов, которые сегодня сделали для нас этот спортивный праздник. Мы сегодня благодарим тех людей, которые сделали свой вклад проведению этого турнира. Благодарю всем, кто помог провести этот турнир. Ну и, конечно же, пожелаю нашим спортсменам удачи и победы. Всех поздравляю еще раз с открытием нашего спортивного праздника «Вызов Севера». Спасибо! За вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, пропаганду идей олимпийского движения и многолетний плодотворный труд наградить почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия
Егорова Василия Михайловича, заслуженного мастера спорта России по боксу, серебряного призера чемпионата мира, двукратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона России. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск, президенту Федерации бокса города Якутска Евгению Николаевичу Григорьеву. Ваставуллах Леонид Николаевич, Георгий Русланович, Ваставуллах, Ингрыллах, Джиттарбыт, Джукусы Кортлохтохтора, спорт ветераннара, оғылар спортсменнар, кыттары жар спортсменнар, тренердар, баргытын бу Верюлях, Катахилях, вызов севера Үхістан, тәрілленерінен идеегісіне қардылымен көңілен. Уважаемые гости, уважаемые ветераны спорта, уважаемые спортсмены, тренера, дети спортсмены, кто сегодня приглашены в зале находятся, всех гостей, кто сегодня нашел время и возможность посетить вечер бокса «Вызов Севера-3», поздравляю вас с его началом. Во-первых, хотелось бы отметить то, что сегодня мы делаем третий очень важный шаг в становлении и развитии профессионального бокса на территории города Якутска и республики в целом. Еще 3 года назад, когда мы проводили первый «Вызов Севера», мы не могли представить, что за 3 года дойдем до пояса чемпиона Азии. Сегодня город Якутск уже известен как точка, где любят, знают и занимаются профессиональным боксом не только на территории нашей страны, но и по всему миру. Как минимум в Азии уже город Якутск сегодня заявит о себе. Поздравляю вас с этим. Во-вторых, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в становлении этого вечера. Безусловно, это наши спонсоры, люди, которые не словом, а делом поддержали становление профессионального бокса. Это организационный комитет, сотни людей, которые днями и ночами работали, чтобы сегодня состоялся этот вечер. Хочу поблагодарить тренерский состав наших спортсменов, кто прибыли практически со всех краев нашей страны и стран зарубежья. Хочу пожелать всем спортсменам показать все свое мастерство. Пусть ринг выявит сильнейшего, а мы с вами получим истинное удовольствие от бокса высшего класса. Трибуна сақалар бар кітті. Бәтті отчоғыны ғыджеттер бұтығар. Профессиональный боксаны хәңәрін көрілігі. Барып нергетчі бірге урой! 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 Бәтті хағалымызына нәғірді. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие городского округа город Якутск грамотой главы округа с вручением серебряного знака награждается заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион России, финалист чемпионата мира и двукратный чемпион Европы Василий Михайлович Егоров. Василий Михайлович бияқа спорды хәңәтчілерге уғын карьератын тұқары хүрді қалбақ үйріні біліқтәбіті. Иннен бұл бейгі федерация адыттан Василий Михайловичқа бұл 300 чала сертификат тұттыравыт мақталбытын білдірәуді. Онна өсі бірді бары Егоров Василий Михайловичқа урой! Урой! Урой!
Слово предоставляется председателю Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по делам молодежи, физической культуре и спорту, первому заместителю председателя Федерации бокса Республики Саха-Якутия, бронзовому призеру Олимпийских игр по боксу Георгию Руслановичу Балакшину. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители бокса, Евгений Николаевич, Леонид Николаевич. Разрешите мне от имени Федерации бокса Республики Саха-Якутия, от себя лично поздравить вас с открытием уже 3-го турнира «Вызов Севера». Мне очень, как боксеру, как спортсмену, отрадно, что вот эти соревнования по профессиональному боксу уже стали ежегодными, традиционными. Ну, благодаря Евгению Николаевичу и его команде вот эти соревнования мы проводим уже в 3-й раз. Именно вот этот третий вызов Севера, в нем очень хороший, очень такой сильный карт. 2 боя, из которых титульные. Это за звание чемпиона России и за звание чемпиона Азии. Поэтому я сегодня нашим гостям, которые все сюда пришли смотреть этот турнир, хотел бы пожелать посмотреть очень хороший, красивый, качественный бокс. Спортсменам хотел бы пожелать, чтобы нашим спортсменам, всем спортсменам, чтобы очень показали, да, хороший бокс. Самое главное, чтобы для спортсменов прошло все без таких травм. Ну и, как говорится, пусть победит сильнейший. Спасибо. Уважаемые гости, любители профессионального бокса, разрешите считать наше спортивное событие «Вечер бокса» открытым. Итак, да, состоялась церемония торжественного открытия, и сейчас, да, начнутся поединки. Всего у нас, да, в этом карте за сегодня 6 боев, и помогать мне, Александру Посельскому, да, комментировать будет чемпион России по профи Петр Васильев, который, да, в прошлом году и позапрошлом году здесь блистал своими выступлениями. Петр, добрый вечер. Всем добрый вечер. Благодарю за приглашение. Как дела? Какие ожидания от сегодняшнего вечера? Да, дела у меня отлично. Так, этот вечер бокса уже 3-й раз проводится, и с каждым разом уровень растет. И это только радует. Да, в прошлом году ты выступал, ты выиграл пояс чемпиона России. Как вообще дела, как здоровье, чем занимаешься сейчас, Петр? Я понимаю, вот парней, кто будет сегодня выходить, вся трибуна полная, у них волнение, думаю, вдвойне, чем у нас. Смотреть, я думаю, намного, я считаю, что приятнее намного смотреть. А планы? С кулаками! Здорово, Ларун, и добрый вечер, дамы и господа, любители спорта, единоборств, бокса! Администрация города Якутска, Федерация бокса Республики Саха-Якутия и промоутерская компания «Саха Профбокс» с гордостью представляют вам 3-й международный турнир «Вечер профессионального бокса. Вызов Севера!» Да, Николай Лукимский, да, бессменный, можно сказать, ринг-анонсер нашего турнира «Вызов Севера». Уже в 3-й раз он выступает. Сегодня здесь, на этом ресталище, этом ринге, под ваши бурные овации и аплодисменты, под неистовую поддержку якутской торсиды в зрелищных и бескомпромиссных поединках сойдутся сильнейшие боксеры России и мира. Вашему вниманию 6 захватывающих сражений. Это 3 рейтинговых боя, а также выставочный боксерский бой между спортсменами, чемпионами
по национальным видам. Каем Адамовым и Алексеем Уваровским за пояс чемпиона чемпионов. А в главном поединке вечера будет разыгран пояс чемпиона России «Сильвер», в котором встретятся челябинец Александр Сичко и непобежденный якутский боксер Назар Андреев. Да, ну, сегодня у нас 6 украшением боев, вечера мы бокса отметили, и станет в 3 из поединок них за будут, титул да, разыграны пояса. Ну, один пояс, он такой неофициальный, да, чемпион чемпионов, это такой выставочный поединок между чемпионом Игорь Дыгына Алексеем Уваровским и чемпионом Игорь Манчары по якутским прыжкам Каем Адамовым. Ну, а два пояса это Народный уже, да, пояс, можно сказать. народный пояс, да. Петр, ты правильно сказал. Ну и два пояса, да, чемпиона России Сильвер и ВБА Азия. Очень престижные пояса. Из спортивного сердца Якутска, Центра спортивной подготовки. Вообще каждый пояс. Да. Годы тренировок, упорного труда. Конечно, вот как не тебе, Петр, все это знакомо. Вызов Севера! Ну и у нас первый бой будет это Никита Малкин, извините, город Якутск, спортивный клуб «Панчер» против Игоря Тихонова. Они сейчас первой пары, да? Да, это первая у нас пара будет. Ну, интересный поединок. Никита Малкин, наш якутский боксер, достаточно молодой. Молодой, ну и перспективный, горячий. да. Да, и очень перспективный. И он очень зрелищный, я скажу. Бескомпромиссный бой он показывает. Итак, дамы и господа, судьи готовы, спортсмены готовы выйти в ринг. Да? 76? Да. Ну, 75 с половиной, можно сказать, Да. если быть точным. Ну, дворец спорта «Триумф», тоже аншлаг. Недели 2 назад здесь проходил, да, международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина, и там тоже было очень много людей, тоже аншлаг. Ну и здесь видим, что и бокс тоже любят якутяне, да? Представляющий Москву, встречайте, Фикрат Мухамедзянов! Так, ну, тут небольшие у нас изменения. Начинают, да, мухачи. Весовая категория 50 килограммов. И боксер из Раменского, молодой парень Фикрат Мухамедзянов. Вот он выходит. И против него будет боксировать наш Михаил Прокопьев. Ну, посмотрим, да, как будет выходить Фикрат Мухамедзянов. Призер первенства России среди юниоров. Любительский багаж имеется. Ну, сразу скажем, что по сравнению, да, с Михаилом Прокопьевым, то разница в росте очевидная. Да, антропометрия у него, руки, да, рост, единоборство это. Ну, мне кажется, да, Михаилу не привыкать, у него практически во всех поединках, да, противники выше его. Да, и, ну, у него и стиль бокса такой. Якутия по прозвищу Танкадар Станцию. Михаил Прокопьев! Ну и сейчас посмотрим выход Михаила Прокопьева. Уроженец Тампонского района, поселок Тополиное. Это знаменитый поселок, да, известен всем, ну, в том числе и тем, что это родина Виктора Лебедева, земляк Виктора Лебедева, да. Михаил Прокопьев выходит двукратный призер чемпионатов России по боксу среди любителей. Ну, мы сейчас
уже не называют, да, любительский бокс, называют олимпийский бокс, да? Да, олимпийский бокс. Олимпийский бокс. И Михаил Прокопьев. Вот он, не молодой боксер, ему уже почти 30 лет. И Михаил, да, признался, что от этого боя зависит очень многое. Если проиграет, ну, это, конечно, мысли такая, да? Ну, если проиграет, то он заканчивает карьеру, а если выигрывает, то, возможно, продолжит, да? Продолжит выступать на ринге. Итак, дамы и господа, давайте знакомиться. В синем углу боксеру 19 лет. Рост 180 Да. Разница в возрасте 11 лет. Вес, ну, одинаковый, да, 50,5 килограммов. Рост, разница в 10 сантиметров. Размах рук, видим, да, тоже преимущество у Фикрата Мухамедзянова очевидное. Мухамедзянов! И его визави напротив, Да. красного угла ринга. 4-раундовый бой. 4 раунда по 3 минуты. 50 килограммов, 220 граммов. Ну, Михаил, да, у него вообще манера такая, как профи боксирует, Да, да, у и него в любителях, силовая. да, силовая, напористый, ну и у него, да, прозвище Танк Кадар, Представляющий республику маленький танк, да, скажем так, идет он на пролом, прозвищу и он признался, что боксерские перчатки, да, профессиональные, 8-унцовые, для него очень подходят, потому что он бьющий. И с ударом бонга ваш Ну, посмотрим. Дмитрий Аулов. Ну и регламент боя у нас 4 раунда. Да. Поэтому на раунд-то длиннее будет, да, чем любительская. Вот. Поэтому он дистанцию должен подобрать. Ага. Итак, у нас первый раунд. Ну, в красном углу Михаил Прокопьев, наш якутский боксер, и против него Фикрат Мухамедзянов. Ну, Московской области, я бы сказал. Потому что он, да, из... А рекорд какой у Мухамедзянова? Рекорд у него, я посмотрел, 6-4, по-моему, да. 6-4. Да. На профессиональном ринге опытнее. Но Михаил, вот я вижу, дистанцию подбирает, все грамотно, передний. Да, он сокращает дистанцию, Да. без проблем. Ну, сразу заметно, да, что перчатки маленькие, да? Да. Если, ну, может, многие не знают, что перчатки, да, в профи, в профессиональном боксе и в олимпийском боксе, они заметно отличаются. Любители у них 10-унцовые, да? Да, 10-унцовый, а тут профессионал 8-унцовый, но там прокладка другая. Если даже брать любительский 8-унцовый профессионал. Да, и видим, что Михаил идет вперед на пролом. Ну, пока таких точных явных ударов ни с того, ни с другого не было, да? Первый раунд. Вот, неплохой, Вот да? попал справа. Правым кроссом. Корпус работает, да, Фикрат? С дальней дистанции. Но он должен пользоваться именно. Да, ну, в профессиональном боксе, да, Такие свои. удары в корпус, они очень такие, да? Они сказываются вот именно в последующих раундах. Да. Либо один точный удар. Фикрат Мухамедзянов старается работать на дистанции. Вторым номером. Ну и вроде неплохо получается, да? Ну, Михаил. Такая попытка сблизиться. Дернул и на оттяжка правый прямой, вот не слышен, да? Крики секунданта. Ну а в углу у Михаила Прокопьева сидят
Дмитрий Федоров, да, его личный тренер в последние годы, и Николай Михайлович Егоров. И первый раунд. Ну, Петр, что у нас в первом раунде? Какие замечания у вас? Вначале Миша хорошо вот дистанцию, да, подходил к нему без проблем. Сейчас вот главное, чтобы сейчас, конечно, я засвоил, Да. поэтому сейчас главное, чтобы он нащупал эту дистанцию, так продолжал первый номер сокращать. Ну, пока ровно можно. Да? Да, главное, чтобы вот второй номер, чтобы не перестрелялся. Все правильно, только передний чуть повыше держи. Сзади держи, передний. Левый боковой. Ну и у нас регламент боя 4 раунда, Да. поэтому тут сил не надо жалеть. Они быстро пролетают туда. Да, вот очень хороший удар в корпус от Михаила. 2 нырка подряд, да? Да, вот больше передний. Кстати, я посмотрел в интернете про Фикрата Мухамедянова. У него отчество, да, тоже Фикратович. Фикратович. И если секундант тоже выкрикивает: Фикратович, давай, вот так работай. Тоже интересно. Он татарин, да? Мне кажется. Ну да, Мухамедянов, фамилия татарская. Или башкирская, можно сказать. Михаил Прокопьев, он да, родился в Тампонском районе, вырос там, но... Я, по-моему, если не ошибаюсь, он в Сочи. Да, он приехал в Краснодар с бабушкой, да, бабушки, и там стал, можно сказать, боксером. Состоялся, да, начал. Да. Хорошее попадание от Михаила. Я помню, еще мы с ним виделись, когда я вот по ВДВ выступал в Анапе. Мы с ним виделись. Ну, разные весовые категории у вас, да? Не, конечно, да, ну, то, что земляк, вот, если хотите. Ну, у нас, да, поинтереснее стало уже во втором раунде. Мишу Есть, да, завели. рубки, да? Да, Мишу завели, ему сказали. Больше передние. Передние. Хорошее попадание. Поймал сейчас на отскоке. Еще попал. Хорошо. Да, ну, уже в середине раунда начинает так вылавливать. Но расслабляться не стоит. И в этих перчатках Да, остается все чувствуется. минута до конца второго раунда. Да, пропустил чуть-чуть. Концовка второго раунда. Ну, здесь важно, да, что-то попасть надо в концовочке. Это всегда работает над судьей. Но здесь пропускать не стоит. Вот справа. Слева. Да, и у нас 2 раунда позади. Экватор пройден, можно сказать. И впереди еще 2 раунда. Я бы сказал, хороший бой. Смотрибельный. Вот что интересно, да, в прошлом году и позапрошлом году на турнирах вызова Севера не было нокаутов, да? Нокдауны были, но такого, чтобы нокаут соперник не мог стать, такого еще не было. И мне кажется... Может, в этом году? Да, может, в этом году, потому что все... Ну, это апогей бокса, да? Да, это бокс, да, и его величество бокс, и мы не знаем. Тут и лаки панч может случиться. Да.
Фиг, драма, шоу. Да, ну это, конечно, уже видит нокаут, да, это явление жуткое, да, но все-таки, как бы, к чему стремятся боксеры это. Да, это профессиональный бокс, поэтому тут медийная вот составляющая. И надеюсь, что Зрелище выходит. сегодня, да, мы увидим такие хорошие удары в исполнении наших, да, якутских боксеров. Но это только первый бой сейчас. Да. Оп. Право, справа, хорошо. Очень хорошо в корпус, да, сейчас поработал Михаил. Но слишком лезть на рожон тоже не стоит, да, надо внимательно. Да, очень так бодро начал Прокопьев. Пока получается у него. Дави его, поддавливай. Нависай на нем, нависай. Левый ногу задал. Ну, это рейтинговый бой. Здесь таких чемпионских поясов или такого нету, да? Здесь боксеры работают на рейтинг, на свое имя, да? Именно на рекорд. Да, на рекорд. Да. С каждым рекордом у тебя и ценник растет, и популярность. Да. Кстати, Петр, у вас я видел, да, на сайте Бокс-Рекорд, Бокс-Рек, там 9-0, да? Да. Это официально уже 9-0? Официально 9-0. Да. Ну, надо уже как бы спросить, да, 9-0 как-то это... Нужно 10-0, может? Юбилейный. Да, юбилейный, потому что 10-0 это такая, да, круглая цифра. У меня есть идеи, хорошие планы, идеи. Надо за круглый стол сесть и поговорить с руководством. Третий раунд. Да, это Минута последняя минута. Ну, рисунок боя не сильно поменялся, и сейчас очень хорошо попал сейчас, да, Михаил правой. В начале раунда вот справа и слева по печени было. Да. Точно попадает. Вот. Да, неплохая, да? Корпусом. Он еще в третьем раунде как shoulder roll я видел вот исполнил. Ну, Михаил опытный боксер, один из лидеров нашей сборной. Двукратный бронзовый призер чемпионатов России, что говорит, безусловно, о многом. Мастер спорта международного класса, да? Да. Сейчас, да, очень хорошо поймал Михаил. Да, и 3 раунда уже позади. Остался 4-й, последний. Или, как говорят, да, крайний. Чемпионский раунд. Который очень многое, наверное, скажет, да, сегодня. Ну, пока по такому сценарию, да, по такому поединку я бы небольшое предпочтение отдал все-таки, да, Михаилу. Инициатива у него. Есть попадание. Такое визуальное преимущество тоже есть, присутствует. Потому что, да, все-таки Михаил все время идет вперед. Да, чуть не хватило, да, ну попал, но здесь буквально 3-4 сантиметра вперед было бы, да, и можно было уже совсем другой исход. Так, у нас Михаил Прокопьев и Фикрат Мухамедзянов. Финальный раунд. Крайний 4-й. Корпус хорошо попал сейчас Михаил. Еще раз повторил. Да, Миша почувствовал его. Еще в корпус, да. Уже в более доминирующей манере он, но уверенно.
Да, ну, преимущество отдавать не стоит Михаилу. Надо с ударами всегда уходить, выходить. Минута 40 остается еще. Половина раунда. Да, жесткая концовка. Мы тут с Петром Васильевым сидим прямо у ринга, да, и слышны такие удары. Да, особенно достигает они цели. Звук такой хлесткий идет. — 40 секунд до конца боя. Ну, не сильно устали, да? Как видим, боксеры. Ну, у нас впереди, да, чемпионские бои. У Михаила Варламова там 10 раундов, да? В 10 раундов надо распределить свои силы. Да, это вот парни разогревают вот наш вечер бокса. Самая концовочка. И все. Бой окончен. Мы пока не знаем, да, кто здесь победил. И будем ждать судейского вердикта. Приглашается заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России, финалист чемпионата мира и двукратный чемпион Европы. Боксер сейчас будет Егоров. Василий Егоров, наш прославленный боксер, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России, финалист чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Василий Егоров. Так, ну, нам интересно, так же, как и вам. Хотелось бы, чтобы, да, все-таки подняли здесь руку нашего боксера Михаила, который был очень активен, много работал на протяжении 4 раундов. Посмотрим. Все в ожидании. Первый раунд и третий, четвертый точно за Мишей, прям уверен. Второй раунд такой равный. Так, боксеры на середину. Приглашают боксеров на середину, и сейчас мы узнаем, да, имя Дамы и господа, победителя. еще раз ваши аплодисменты. Итак, по завершении 4 раундов боя все судьи были единогласны. Итак, у нас, да, единогласное решение судей. Победу одержал Михаил Прокопьев, да. Поздравляем Мишу. Это победа единогласным решением судей. Республика Саха-Якутия. Дебютом. Аплодисменты Да. сопернику из Москвы. Поздравляем Михаила. Да, и сейчас ему, да, вручат заслуженный кубок. Ну, а Фихрат Мухамедянов, естественно, ему, да, пожелаем удачи в будущих боях. Ну, а сегодня у нас есть уже победитель, это Михаил Прокопьев.
Дорогие друзья, и общее фото. Спасибо. И давайте дадим слово победителю бой. Так, да, Приветствую. минута славы небольшой, да? Добрый вечер, Якутск. Спасибо большое за поддержку, спасибо, что пришли поддержать. Для меня это очень важно. Очень благодарен, рад всех вас видеть. Это победа для вас. Это победа для вас, отметил Михаил. Ну что же, еще раз ваши аплодисменты. Танкадар Михаил Прокофьев. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вечер профессионального бокса. И настало время представить вам второй поединок вечера. Он будет 6-раундовый, пройдет в легком весе. И первым в ринг приглашается спортсмен из Ирана. Встречайте, Мухаммад Камали! Да, у нас на очереди второй бой. И выходит представитель Исламской Республики Иран Мухаммад Камали против нашего Николая Пшенникова. Он выйдет. Ну, посмотрим, да, выход иранца. Своя категория 61-200. Да. Гости из Ирана у нас еще не Да, и этот поединок будет 6-раундовым. Да, иранских борцов мы много раз видели в триумфе, но боксеров видим впервые, да. Кстати, я знаю, да, что в Иране бокс, он запрещен. Здесь такой вид спорта сам запрещен. И боксеры, да, выступают, тренируются обычно, да, в других странах, в Европе, допустим. По прозвищу Пшенник Николай Пшенников! А вот он, молодой наш боксер Николай Пшенников, очень одаренный, талантливый, родом из Покровска, Хангаласского улуса. Николай сейчас тренируется, живет в Новосибирске под руководством тренера Юрия Емельянова, кстати, тоже нашего земляка. Вот он, Николай Пшенников, очень интересный боксер, быстрый, техничный, может работать, да, в разных манерах. Да, но соперник, мне сказали, что у него очень серьезный участник многих чемпионатов мира, вот иранец. Сейчас посмотрим, такой ярко выраженный левша, кстати. Да. В прошлом году тоже Николай выступал здесь, одержал победу. Мы помним. Итак, дамы и господа, это международный поединок. И я сухой рэкорд, да? Да. И нанесет файтер двух года. Спортсмену 32 года, рост 175 сантиметров, 32 вес 60 года, да, килограммов, такая. 900 граммов. 10 лет, да? 11 лет. Да. Ну и размах рук, ну, посчитать, на 2 сантиметра они роли играют или нет? Как думаешь? Думаю, нет. Думаю, да. Два боя, в которых он держал 2 победы и 1 Тем более рост у них. Он чемпион. Но спортсмен приехал из Ирана, да,
Не зря сказали мне организаторы, он хочет ну, тоже продвинуться в рейтинге. Очень непроходной боец по-любому. Я видел пару его боев ну, в интернете, и он произвел на меня такое хорошее впечатление. 21 год, рост 183 сантиметра, вес 61 килограмм 200 граммов. А вот она. Моя весовая категория. Да. Кстати, 30 сантиметров стол, official weight 61.2 kilos. Его профессиональный рекорд насчитывает Николай Пшенников, родом из города Покровска, Хангаласского Алуса. И, кстати, его тренер-земляк тоже из Хангаласского района Юрий Емельянов. проживающий в Новосибирске и гордо носящий прозвище «Пшенник» Николай Пшенников! Николай по любителям тоже неплохо выступает, но до призов чемпионата России он не добирался, да? 2 раза был, отступался на стадии четвертьфиналов, был близок. Но Ну еще все впереди. да, все. Возраст 23 года. Да. Так, очень интересно. Иранец, да, против Пшенникова. И первый раунд, да, смотрим, да, такая ярко выраженная правосторонняя стойка, да, у иранца. Пшенников, он, получается, левой правшей в левшей работает. Да. Ну, возможно, да, в роли скрытого левши, да, как Оскар де ла Хойя или... Ну, посмотрим. Забегать не будем. Да, ну пока осторожно, да, начали. Такая разведка. Хорошо. Заряжает, да? Заряжает левую руку. Николай хорошо попал слева сейчас. В разрез прям, да. Вот он перестроился. Да. Хорошо. Плохая атака от Пшенникова. Серия из 3 ударов. Ну, пока, да, в защиту. А пока мы не видим активных действий вот от иранца. Да. Работает пока одиночно, да? Присматривается. Хорошо. Тоже справа. У Пшенникова богатый арсенал. Вот сразу видно. Многосторонний боксер. Да. Отпустил руку, да? Вот так. Зазывает, да? Соперника. Да. Вчера, кстати, да, вот медиа-взвешивание проходило в стенах СУФУ, в Фене. Такая интересная атмосфера была. Было много людей, любителей бокса, поклонников и студентов, да. Но боксеры выглядели довольно скромно. Скромно, таких явно зазывающих, там, таков трэш-токов таких не было. Очень скромно себя вели. Но мы
дойдем до этого. Только вот пришло вот профессиональный бокс. Родом из Якутии. Да, С ну, каждым годом да. будет интереснее, интереснее. Первый раунд. Давайте посмотрим интересные эпизоды, яркие моменты, попадания, может, заметим. Ну, пока Пшенников поинтереснее, по-любому, да? Да, вот этот раунд Поинтереснее. дал Николаю. Ну, по точности, по таймингу. Сьогодні Зарік. Второй раунд. Раунд. Так, у нас второй раунд. Николай Пшенников и Хамат Камали из Ирана. Хорошая двойка прошла у Пшенникова. Левой и правой. Ну, иранец работает одиночно, и такая тактика. Он закрывается, да, потом резко бьет левой, да? Да, вот это у него левая, Да, вот, вот это очень опасная, да. опасная, да, он коварный, он как-то... Пока не точно, Да, но, да, да, есть, ну, если попадет, да, то Да, это знает. бокс. Да. Но Пшенников, он кураж поймал, вот уже почувствовал его. Самое главное, что он видит вот эту левую руку Да. иранца. Вот. Замахивается. Минута до конца второго раунда. Напомним, у нас бой 6-раундовый. Впереди еще 4. Да. С каждым раундом сейчас будет интереснее. Ух ты! Вот это, да, вот этого мы и, да, боялись. Но боятся в лес не ходить, да? Поэтому, да, Николай У сейчас него в будет арсенале атаковать. только вот этот вот, Да. левый боковой у него. Другого нет. Ну и повнимательнее быть надо Николаю. И концовочка, концовочка. Второй раунд позади. Ну, кроме этого удара, в этом раунде, да, у иранца ничего не было. Ну, а от Пшенникова мы видели много-много-много ударов, но таких явных точек не было, но общий рисунок в пользу, я бы сказал, да, Пшенникова. Давайте посмотрим повторы. Вот он момент был. Ну, пока, да, хорошо дышит Николай. Спокоен. В углу иранца тоже я вижу, никакой суеты пока нету, потому что впереди еще 4 раунда. Николай Пшенников, Мухаммад Камали. Третий раунд.
чуть ниже пояса. Сейчас ударил Николай. Хорошее попадание. Да, серия атаки от Овчинникова. Но пока однозначно он ведет бой. Да. Минута 25 остается до конца третьего раунда. У нас пока ничего не меняется. Пшенников как, ну, он разнообразен, он интересен. Пока намного. Да, вот иранец все равно, да, от своей стратегии не отходит. И надеется, да, на свой такой левый оверхенд. Хорошо в корпус попал Николай. Да и функционально он просел, видно. Да. Иранец. Хорошо. Концовочка третьего раунда. На публику сейчас, да, чуть поиграл Николай. Ну, так тоже надо. Да, иногда. это профессиональный бокс. Конечно. Зрелищность. Так даже нужно, наверное, да? Да. Чтобы зрителям интересно. Да, смотрим, что иранец, да, такой уже уставший вид. Переводит его в порядок. Ну, а что в углу Николая Пшенникова? Здесь тоже пока без суеты. Да, это была хорошая атака в начале третьего раунда. Ну и сейчас было очень хорошее попадание от, да, чуть ноги подкосило, да, иранца. Мухаммад Камали. Четвертый раунд. Раунд 4. Так, четвертый раунд. 3 раунда позади. Впереди еще 3 раунда. Ровно половина боя. И в ближнем бою, да, что тоже имеет место быть. Пшенников все видит. Подсел чуть функционально, вот иранец. И удары вот медленнее намного.
Ну, Петр, ты проводил здесь, да, 2 боя. И первый против африканца, а в прошлом году против Российского боксера. Да, российского боксера. Да. И ну какой поединок тебе больше запомнился? Какой был наиболее таким сложным, можно сказать? Я думаю, с африканцем. Да, сложно получилось. Но африканец, вот этот, он довольно-таки, ну, в мире бокса известный. Он 3 раза за титульные бои боксировал. Да, чемпион Африки. Ух ты, да? Вот это было. Да, опасно было вот. Иранец, да, почувствовал такой прилив энергии и за минуту до конца 4-го раунда провел такой серьезный удар. Да, повнимательнее надо быть. Пшенников все-таки. Ну и подготовка тогда была такая. Я сам ее проводил здесь, в Якутске. Поэтому... Четвертый раунд завершен. Ну, несмотря на то, что иранец проигрывает по очкам, да, много, он остается все же опасным, да? Да. Все же опасным. Такой свой удар с левой руки он прячет, и в один момент он его запускает. Он не идет в атаке. За 4 раунда мы увидели 2 хороших попадания. Не головой податься, он бьет. Да, ну вскользь, оказывается, удар прошелся, но было очень-очень опасно. Пятый раунд. Раунд 5. Пшенников хорошо, функционально готов. Сразу видно, да? Да. Ну, их попал сейчас на отходе. Ну, видим, что поскользнулся, да, или может... Рефери. Да, рефери увидел, да. Ну, он, наверное, по глазам видит, да? Да. В первую очередь. В ринге виднее. Да, в ринге виднее. И отсчет нокдауна не дал. Ну, а зрителям хочется зрелищ, побольше зрелищ. Они этого требуют. Но он принял вот эту вот игру Пшенникова. Да. Хорошая серия. Хороший сейчас закрутил Пшенников. Минута остается 5-го раунда. Ух ты! Да, попал, да, сейчас думаю, в корпус. Почувствовал. Да. Было точно.
хорошая серия. Полминуты до конца пятого раунда. Николай Пшенников и Мухаммад Камали. Да, и да, небольшая рубка откровенная сейчас в центре ринга была. И боксеры уходят на перерыв перед последним раундом. Ну, по очкам, да, у нас тут такого разногласия нету, да, Петр? Пшенников, он перебивает. Да. Вот этот удар. Да. Итак, последний, пятый раунд. Шестой раунд. Николай Пшенников, Заключительный шестой. Республика Саха, Новосибирская область, и Мухаммад Камали, Иран. Ну, видим, что сейчас и да, иранец пошел вперед. Ва-банк, можно сказать, да? Да, его, думаю, в углу его хорошо настроили перед крайним раундом. Ну, терять нечего. Проигрывает по очкам, да. Да, проигрывает. Я бы сказал, даже 5 раундов, все 5 раундов он проиграл. Нужно тогда сейчас, да? Рисковать. Ну, с угла надо выйти, мне кажется, да? Все-таки Пшенникову или... Не, он вот видит все. Да. Удары его. Все мимо. Немного элементов борьбы, но ничего. Опасно. Мы видим, что Коля тоже хочет зарубиться, да? Но это бокс. Вот размена. Еще, да? У него Повторный бьет, в да? арсенале вот это только левый боковой. И больше нет. Он показывает. Да, да. Показывает, Пшенников тоже играет соперником. Да, и минута 15 до конца боя. Пшенников впереди. По очкам ведем уверенно, но надо его еще закрепить. Последняя минута. Ну и самая концовочка. 20 секунд до конца боя. Концовка шестого раунда. Николай Пшенников ведет по очкам и завершает этот поединок. Буквально 4 секунды остается. И да, тут без никаких сомнений наш боксер победил. И пока судьи выносят свой вердикт для награждения победителя, в ринг приглашается министр по физической культуре и спорту награждать Республики Саха-Якутия. Победителя этого поединка будет, да, министр спорта Республики Саха
Леонид Николаевич Спиридонов. Ну, он, Леонид, да, родом из Хангаласского улуса. Ну, земляка, можно сказать, да, сейчас будет поздравлять с победой. Я, ну, на 99,9%, можно сказать, даже на 100% уверен, что победу здесь одержал именно Николай Пшенников. У всех форма Iron, да? Да. В этом году. Итак, Николай Пшенников и Мухаммад Камали. Да и вот видим тренер довольно. Да. Итак, дамы и господа, после 6 раундов боя все судьи были У нас единогласны. тоже решение единогласное. И таким образом победу в этом поединке одержал спортсмен из России. Николай Пшенников побеждает в этом бою. Уверенная победа. Единогласное решение. Его сопернику из Ирана Мухаммаду Камали. Общее фото. Так, фото на память. И боксеры тоже друг друга поздравляют. Дорогие друзья, и слово победителю боя. Всех приветствую. Знаю, слышал всех. Очень приятно, обнял каждого. Спасибо. Хотел бы поблагодарить в первую очередь свою команду, которые были со мной рядом. Это также команду Сузунец, которая в Новосибирске. И хотел поблагодарить организаторов, что дают возможность боксировать здесь, дома, на родной земле. Привозят разных соперников с других стран. И хотелось бы сказать, что я готов к новым вызовам, к новым победам. Хочу биться уже за титулы, за какие-то пояса. Всем спасибо. Еще раз ваши аплодисменты. Николай Пшенников. Готов к новым вызовам, отметил сейчас после победы Николай Пшенников. И мы говорим спасибо Петру Васильеву за то, что он профессионально откомментировал два наших боя. А мы пригласили в нашу такую импровизированную студию матчмейкера, да, наверное, да, первых трех всех турниров, да, вызов Севера. Алексея Николаевича Васильева. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да. Добрый вечер, Алексей. Ну, как вам триумф, как вам бои, первые впечатления? Но это только начало, только разогревочные бои. Мы ожидаем накала, страстей с каждым боем все больше и больше. Мне нравится аудитория, которая болеет ярко и тепло встречает каждого из участников, как местных, так и гостей турнира. И очень нравится та атмосфера, которая сейчас в Якутске находится. Да. И у нас на очереди третий бой. Выходит Игорь Тихонов из Москвы. Его соперником станет наш якутский боксер Никита Малкин.
Игорь Тихонов очень опытный спортсмен, который может преподнести сюрпризы. Он обладает нокаутирующим ударом. Он провел несколько ярких поединков как в России, так и за границей. Он боксировал, последний бой боксировал в Индии. Одним из лучших его достижений, сильнейших, он сделал офсет кубинскому чемпиону Кубы, который приехал в Россию и боксировал. Ничего себе, да? Это его последний бой сказали, да? Нет, это был не последний бой, это был на середине дистанции, по-моему, 3-й или 4-й поединок. Последний бой он провел в Индии. На мой взгляд, там его немножко покусали, засудили. Да, бой он там, мне кажется, выиграл. Но это серьезное противостояние и очень серьезное испытание для нашего спортсмена, для Никиты Малкина. Да, ну а Никита Малкин, да, его последний бой прошел в Таиланде, да, скажем так. В Таиланде, это в сентябре было такой турнир. Да, Никита перспективный молодой спортсмен. Мне очень нравится его стиль ведения боя, открытый, такой, обладает нокаутирующим ударом. Классическая боксерская техника. Естественно, еще чего-то не хватает. И я ожидаю от сегодняшнего поединка такого яркого боя, в котором пока не знаю, кто победит. Реально, вот этот поединок может быть стать лучшим нашим боем нашего турнира. Да, даже так, да? На мой взгляд, да. Хорошо. Дай бог, так и будет. Никита Малкин, молодой боксер из города Якутска, занимается боксом в спортивном клубе «Панчер». Да, так уж случилось, что Никита дебютировал на первом вызове Севера, где я тоже был матчмейкером, да, один из организаторов турнира. Второй бой он провел на вызове Севера 2. Третий поединок он провел в этом году в городе Кострома. Да. И четвертый свой бой выигрышный прошел в Таиланде. И с каждым боем, конечно, уровень оппозиции у него возрастал. Мне очень понравился его противостояние на вызове Севера 3, где он боксировал с узбекским боксером. Да. Есть незавершенная еще история. Бой завершился в ничью. И, по-моему, он больше всех понравился. Как мне, во всяком случае, зрители говорили и болельщики, это был самый яркий бой прошлого сезона. Да, смотрим на статистику. 26 лет Никите, 32 Игорю Тихонову. Ну, размах рук на 4 сантиметра больше. Насколько имеет значение размах рук? Да, если очень сильный размах рук и разница в росте, в антропометрии, то, конечно, по-разному тактику люди выстраивают. Да. Ну, здесь мы видим, 4 сантиметра, я бы не сказал, что сильно. Они приблизительно одинаковые. Давайте познакомимся с его участниками. В синем углу боксеру 31 год, рост 177 сантиметров, вес 70 килограммов, 850 граммов. Среди профессионалов у него 8 боев. 4 одержанные победы, 2 из них нокаутом. При 3 поражениях и 1 ничьей. Спортсмен представляет город Москва. Встречайте, Игорь Тихонов! Игорь Тихонов. Его соперник напротив в красном углу. Спортсмену 26 лет, рост 177 сантиметров, вес 70 килограммов 900 граммов. Среди профессионалов провел 4 боя, в 3 одержал победы и 1 бой выиграл нокаутом при 1 ничьей. Из республики Саха-Якутия ваши аплодисменты, Никита Малкин! Никита Малкин, 4 боя, 3 победы, 1 нокаут и 1 ничья. 0 поражений. Соответственно, у Игоря Тихонова 4 победы, 3 поражения. Так, у нас первый раунд. У нас формула боя аж 3 раунда, 6 раундов по 3 минуты, Все да? верно. 6 раундов.
Ну, а пока разведка идет, пристреливаются, присматриваются друг к другу боксеры. Никита идет вперед. Он тут всегда работает в атакующем стиле. Да. Ух ты, хороший сейчас, да? Да. Попал. Ну, не в защиту, а Да, уже удар в голову правым кроссом. Видите, как очень красиво боксирует. Да. Правильно. То есть этажи поменял, да? Да. Чем-то напоминает Канело. Еще бы ему добавить силу удара. Ну, еще как бы все у него впереди. Но вот он может и зарубиться, подраться. И мне сейчас уже нравится гораздо больше, чем те бои, которые он проводил в Костроме и в Таиланде. Три раза подряд, да, сейчас в корпус ударил. Но удары в корпус, даже если она приходится в защиту, она все равно, да, в какой-то момент может... Конечно, да, конечно. Такой накопительный эффект, да? Если постоянно бить в корпус, то может у соперника возникнуть реакция, он будет руки опускать, защищая больные голову, места и освобождая место для ударов в голову. Ну, у нас, да, нынче проходит третий турнир, третий вечер профбокса, вызов Севера. Вы являетесь матчмейкером, да, участвовали во всех турнирах и, ну, по статусу, по уровню, может, соперников, боксеров, что можешь сказать? Ну, Отличие, да, с каждым турниром уровень повышается. Если мы вспомним, в первом турнире были просто международные поединки, профессиональные. Во втором турнире уже было 2 боя, главный бой за титул чемпиона России. То в этом турнире у нас уже 2 пояса, и бой за титул чемпиона России является главным поединком, а главным поединком бой за титул чемпиона Азии. И, соответственно, уровень позиций повышается, потому что не так просто получить разрешение от федерации и международных федераций на такие бои. Они тщательно отслеживают уровень соперника, и абы кто не приезжает. Соперники достаточно равные должны быть по силам, и неизвестно, у кого тут преимущество. Уровень организации с каждым годом повышается, и я уверен, что уже Якутск созрел для того, чтобы в следующем году такой же турнир подобного типа, вызов Севера-4, транслировался на федеральном канале. Спасибо. Ну, а зрителей мы видим, да, тоже собралось немало. Несколько тысяч зрителей. Я вам хочу сказать, что это большой результат. В России не так много турниров собирает такое количество зрителей, болельщиков. Это говорит о том, что в Якутии очень любят спорт, любят бокс и любят своих героев. Да. Так, у нас второй раунд. Ну, пока такая равный бокс идет, мне кажется, да. И в первом раунде, ну, чуть поинтереснее был все-таки Никита, да? Да, Никита было преимущество, несколько удачных комбинаций, которые завершились прямым попаданием в голову, либо в корпус. И плюс Никита идет вперед. Это тоже на судей влияет, да, на решение судей. Это, ну, за это дополнительные очки дают. Ну и не могу спросить, да, после этого данного боя состоится, да, такой, ну, выставочный бой, которого все очень ждут, на самом деле, якутяне, да, это чемпионы по национальным видам спорта Кай Адамов и Алексей Уваровский. По вашему опыту, такие бои, насколько уместны в таких турнирах? Да, очень уместны. Во-первых, они профессиональные спортсмены. Ну, не профессиональные боксеры, но профессиональные спортсмены. Во-вторых, они герои своей республики. Популярные очень, да? И очень популярные. Да.
Они настоящие атлеты. Для них не составляет труда провести поединок даже в сокращенной дистанции. Даже может быть и в полной. Просто для них это первый бой, и мы не стали давать полную дистанцию профессионального поединка. 3 по 2, да? Да, 3 раунда, будет 3 раунда по 2 минуты. Потом мне очень нравится этот формат, что спортсмены именно из национальных видов спорта определяют, кто между ними сильнейший в боксе, в олимпийском виде спорта. Это, с одной стороны, вызывает интерес у болельщиков, которые занимаются национальными видами спорта. С другой стороны... Большая пропаганда бокса, да? Да, подчеркивают высокий статус бокса как одного из сложнейших и интересных видов спорта. С вами тоже полностью согласен. Когда организаторы мне предложили и спросили, можно ли такой бой провести, я всеми руками за. Вообще мне очень нравятся те республики, которые поддерживают национальные виды спорта, а в этом плане Якутия номер 1 в России. Может быть, даже номер 1 в мире. Так, у нас концовочка второго раунда. Пока такой рисунок боя не сильно поменялся от первого раунда. Никита как шел вперед и так идет. Есть небольшие попадания. Бой переходит уже в другую стадию, немножко со средней уже даже на среднюю и ближнюю дистанцию. Количество ударов, конечно, возросло, и с каждым разом бой будет становиться интереснее и интереснее. Никита меня радует, он стал серийнее. Его был маленький нюанс, который мне не нравился в его поединках. Он был одноударным боксером. То есть он выцеливал, старался попасть, красиво ударить. И эту ошибку подмечал не я, не только Яник, но и его тренер Филипп Седых. И сейчас я вижу, что работа над ошибками прошла успешно, и Никита меня радует. Очень радует. Я, честно говоря, не думал, что он за такое время, короткое, это всего лишь полгода, может так исправить свой поединок, свою манеру боя. Вот смотрим за интересными моментами второго раунда. Хорошее попадание. Левый боковой. Здесь 6 раундов, важно и рассчитывать силы, да, наверное? Да. Но Никита в очень хорошей форме. 3-й раунд. Третий раунд. Молодец, хорошо. Я уверен, что наверняка, многие, даже большинство, если не все, то, наверное, ждут нокаута, от кого-то. Потому что, наверное, в боксе это высшая степень, мастерства или... Конечно. Это, конечно, жутко, видеть нокаут. Все хотят драму. Да, драму. Геннадий Головкин, мастер нокаутов, так называл свои поединки и говорил на простом английском языке болельщики, потому что выступал в Америке и очень много боев своих в Америке провел. Он называл это желание Big Drama Show. Вам нужно Big Drama Show. Да. И Никита один из таких людей, которые это Big Drama Show может устроить. Он и пропускает удары, и смотрите, идет вперед, атакует и очень часто попадает. Соперник начинает уставать. Хороший, сейчас правым прямым попал Никита. Еще раз попал. И соперник тоже не стоит на месте, огрызается, отвечает. Хороший. Двоечка пошла сейчас. Очень грамотно. От Малкина. Левый по корпусу, правый в голову. Очень правильная комбинация. Последняя минута пошла третьего раунда. Никита пока очень хорош. В этом раунде особенно мне нравится Никита.
очень сильно влияет на рост боксера, количество проведенных поединков. Никита в этом году проводит 3-й поединок. И смотрите, с каждым разом еще лучше. Если взять 2 года назад его первый дебютный бой и сравнить, какой он был там и какой сейчас, это уже большая разница. Уже видно мастерство, уже виден опыт. Потом очень важно проводить поединки не только дома, но и в других городах. Что в принципе, его команда и делала. Благодаря Google Puncher он смог съездить в Кострому, там боксировать, и в Таиланд. Мне кажется, что подготовка в Таиланде на него огромную пользу сказала. Потому что, кроме проведенного поединка, они же 2 недели там тренировались, провели такую спарринг-сессию хорошую с сильными спортсменами. В Таиланде собираются сильные боксеры. Это сильно помогло Никите. Он понял, были явно видны его ошибки, он начал их исправлять. И сейчас вот видно, как с каждым раундом он прибавляет и прибавляет, и все ярче и ярче видно его преимущество. Ну, видим, что здесь и Малкин пропустил, оказывается, встречный удар. В этом Big Drama Show и заключается, чтобы зрителям было интересно, болельщикам, чтобы был не односторонний поединок, чтобы и показать, что и конкурент может что-то сделать. Алексей, я знаю, что вы большой, специалист в боксе, такая, достаточно имеете авторитет. Скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, в каких больших матчах вы присутствовали, участвовали, может, в боях? Ну, знаете, я занимаюсь боксом уже около 20 лет. Начал свою карьеру как директор промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен», которая начала свою деятельность в Челябинске, потом росла и выросла до серьезной международной компании. Было в этой компании несколько классных боксеров. 3 из них боксировало за титул чемпиона мира. Антон Новиков боксировал в полусреднем весе. Денис Шафиков трижды боксировал за титул чемпиона мира, но, к сожалению, трижды проиграл. И главная звезда нашей компании, в которой работал, Мурат Гасиев. Да, Мурата Гасиева мы все знаем. Кстати, Мурат Гасиев сейчас в Ветине, в этом, да? Да, Мурата Гасиева ожидает следующий яркий поединок и возможность стать двукратным чемпионом мира в разных весах. До этого он боксировал в первом тяжелом весе, обладал 2 поясами, поясом IBF и WBA. Боксировал за титул абсолютного чемпиона мира. Это тоже редкость большая, и мало кто из российских спортсменов это делал. С Александром Усиком в Москве. И, вот, к сожалению, проиграл. И сейчас вот второй расцвет, наверное, это вторая возможность, второй шанс о себе ярко заявить. Уже в супер тяжелом весе, в королевском весе. Ну и, соответственно, я поездил по всему миру со своей командой. Много где бывал. Ну, самый громкий бой, который вы видели, скажем так? Самый громкий бой, который, на мой взгляд, это бой за Мурата Гасиева с Александром Усиком в Москве, в Олимпийском. 20 тысяч зрителей, мировая трансляция на весь мир. Вот, наверное, это так. Ну, не только видел, но и принимал участие. А уровнем Пакьяо там, может, таких... Знаете, один из спортсменов... мы были на турнирах, которые участвовали Пакьяо, Крауфорд. Наши спортсмены боксировали в андеркарте. Один из наших спортсменов, Константин Пономарев, был в рейтингах в 3 боксерских организациях. И он боксировал в том же весе, что и Пакьяо. И уже компания Top Rank, которая был контрактник с Пономаревым и Пакьяо, уже начала вести переговоры о поединке Константина на Филиппинах. И если бы Пакьяо не проиграл в Австралии, то этот бой мог не совершиться. Наверное, это был бы еще круче бой. Ну а так, знаете, я повидал много, но хочу откровенно вам сказать, вот атмосфера, которая сейчас в этом зале, теплая, яркая, и количество болельщиков, откровенно болеющих за своих, но оно сравнимо с мировым уровнем.
якутяне умеют болеть очень, очень ярко и с душой. Да, и я хотел спросить, да, вот вы специалист по боксу, о поясе ВБА Азия, который будет разыгран, да, сегодня в главном бою между Варламовым и боксерами из Таиланда. ВБА Азия, что, насколько он престижный, насколько он интересный, скажем, да? Он престижный, он интересен, особенно в азиатском регионе. Этот пояс очень сильно любят в странах Юго-Восточной Азии. И он является хорошей ступенькой для того, чтобы боксер вышел на бой за титул чемпиона мира. Это одна из ступеней, такой существенной ступени на этом пути. Михаил Варламов утверждает, что он хочет стать чемпионом мира. И он может это сделать только завоевав титул чемпиона Азии, следующий там титул уже интерконтинентального чемпиона. И, соответственно, дальше уже там претендентский бой за звание официального претендента и бой за титул чемпиона мира. Посмотрим, как справится он с этой задачей сегодня. Насколько реально, да, провести бой за титул чемпиона мира, допустим, да, в какой-то из организаций в Якутске? Реально. Реально, да? Но хотелось бы, чтобы в этом поединке участвовал боксер из Якутии. Да. А для этого нужно пройти очень большой тяжелый путь. И он не будет коротким. Это не может быть завтра и не может быть в следующем году. Это нужно пройти большую дистанцию, и спортсмен должен вырасти до этого уровня. У нас, да, половина 5-го раунда позади. Классный бой. Не сдается соперник Никиты. Продолжает контратаковать. Не так-то просто одержать победу нокаутом. Да. Я бы также хотел отметить в нашем карде еще поединок Назара Андреева. Да, за звание чемпиона России Силвер, да? Да, Назар очень перспективный молодой боксер. Очень хорошо развивается, у него и хорошая любительская карьера. Но и есть определенные у нас надежды с ним, связанные на его карьеру дальнейшую. Как профессионала, как представителя республики. Этот бой такой, так скажем, ну тоже небольшая ступенька в его карьере. Бой титул чемпиона России Сильвер. Да, ну, соперник тоже очень, я бы сказал, серьезный, да, Александр Стечко. Да, 6 побед, да, при одном поражении. Челябинская школа бокса очень сильная. И соперник приехал выигрывать. Да. Так, у нас впереди остался только один раунд, последний раунд. Ну, пока, да, мне кажется, тоже по судейским решениям пока единогласное преимущество Малгина. Я думаю, что так. Мы, к сожалению, не знаем, как там судьи определяют, но преимущество Малгина заметно. И с каждым раундом оно сильнее и сильнее. Ну, единственное, что видно, что Никита уже чуть-чуть подустал, так же, как и его соперник. Но это нормально, потому что это последний раунд. Он всю дистанцию 6 раундов не боксировал. В Таиланде соперник сдался во втором раунде. Да. Что-то там, не знаю, что случилось, психанул. Видимо, понял, что ему ничего не светит, и ушел с ринга. Было немножко, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, непонятно. Но очень не по-спортивному себя повел. А там они с Никитой прям конкретно зарубились. Просто зарубились, как дуракам. Вот смотрите, сейчас последний раунд просто будет откровенная бойня. Оба соперника постараются максимум взять из последнего раунда. И да. Игорь понимает, что ему по очкам уже ничего не светит. Да.
Один удар, да? Да, и у него надежда на тот самый нокаутирующий удар Лаки Панч. Он видит, что Никита чуть-чуть подустал, и у него открываются определенные возможности. В свою очередь Никита идет вперед и тоже хочет закончить бой досрочно. У него, в общем-то, такая задача стоит одержать победу досрочно и порадовать свою публику, своих болельщиков. Хорошая атака, да. Две минуты. Полторы минуты до конца боя. Ближний бой. Да. Идет активная поддержка со стороны болельщиков. Да. Зрителям это нравится, противостояние, но совсем не скучное. Обоюдоострый бой, размен ударами, в котором небольшое, но заметное преимущество имеет Никита. Полминуты остается. Хорошее попадание. Вот Никита еще раз в корпус. И еще. Ну и самая концовочка. Остается 10 секунд. Никита идет вперед. Да, и мне кажется, да, все-таки Камалгин. Отличный бой. Дорогие друзья, и пока судьи подсчитывают Таких бы побольше в нашем российском боксе, и болельщиков было бы больше гораздо. Уже было бы не 2000, как сегодня, или 2500, а полная арена, и еще много телезрителей, которые бы смотрели эти поединки в прямом эфире. Алина, я тебя люблю. Конфедерация всего. Ну что, мне кажется, что Никита прошел этот тест. Да. Это было серьезное противостояние. Было очень много вопросов, да, мне как матчмейкингу, Да. как матчмейкеру, справится ли Никита с таким опасным соперником. Я как бы говорил, если вы хотите, чтобы боксер рос, с каждым боем нужно уровень позиции повышать. И в настоящий момент Никита показал, что он растет, что он способен очень серьезным противостояниям. И я бы хотел, если в следующем году он претендовал за бой за титул чемпиона России. Если он бы поставил такую задачу, и команда бы согласилась на нее, это было бы хорошим мотивирующим фактором для его роста. Он бы шел за своим одноклубником Михаилом Варламовым, как бы по пятам, по его следам, и, может быть, когда-нибудь даже и сможет его обогнать. Да, будем посмотреть, будем следить за Никитой. Ну а сейчас, да, послушаем официальный вердикт от судей. По завершении 6 раундов боя в этом поединке победу единогласным решением судей одержал Никита! Да, и Никита Малгин становится победителем и одерживает свою уже 4-ю победу на профессиональном ринге, с чем мы его и поздравляем. Поздравляю Никиту, поздравляю болельщиков, поздравляю Якутию. Это, ну вот открывается потихонечку этот самый бриллиант из якутского алмаза. Можно действительно
сделать из него бриллианта. И мне нравится Никита. Очень зрелищный поединок. Действительно, уже мастер, можно сказать, что уже может выходить смело на мировую арену и сражаться за серьезные титулы. Да. Ну, Алексей Николаевич, мы благодарим вас за то, что вы украсили наш репортаж прямой. Спасибо большое. Да. Я люблю Якутию. С благодарностью отношусь к вашим всем просьбам и прощаюсь с телезрителями. До новых встреч. Ровно через год, да? Ровно через Может год. быть, даже и раньше. Да. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Дорогие друзья, Так, и у нас был снова Алексей победитель Николаевич Васильев, финала. матчмейкер турнира «Вызов Севера». Спасибо моему сопернику Игорю Тихонову, что сюда приехал.